Всем привет! Меня зовут Эльвина. Сегодня мы в штабе татар узнаем, кто, как и держит пост в священный месяц Рамадан. Будешь ли ты держать пост? Обязательно, конечно. Да, А да. как давно ты держишь пост? Но это будет третий раз. Третий? Такой прям осознанный пост на все дни, то есть... Да, да, конечно, конечно. Хорошо, а какие советы ты можешь дать тем, кто будет держать пост? Что делать нужно, что не нужно? Ну, пост это же не то, что с какого-то времени кушать, потом не кушать. Это же дело же и про дисциплину, да. Это дело развития, да, если мы ходим в это время на какие-то лекции, да, связанные с религией, с исламом, там же духовный человек развивается. Вот. Я, кстати, когда был в мечети во время ифтара, Хазрат нам читал лекцию. И лекция была про то, что про высокомерие, то, что есть, если люди смотрят на других с высокомерием, ну, к примеру, вы прекрасная дама, там, да, у вас какая-то работа есть, а другой человек работает, пускай там вкусная точка, да, или KFC, и вы смотрите, о, какая крутая ведущая, там, или предпринимательница, или там, где вы там работаете, да, а он как-то в KFC, это называется высокомерие, то, что вы сверху смотрите на человека. И в религии это грех большой. Как думаете, вот почему Хабиб выиграл Конора Макгрегора? В 2019 году это было. Вы думаете, что дело в вере? Высокомерие. Вот. Человек начинает падать и терять все, когда он становится высокомерным. И вот эта походка, кто помнит, ставите ставку, да, Конора Макгрегора, когда он вот с этой походкой шел, оскорблял родителей, да, Хабиба и вел себя как-то неправильно. И вот из-за того, что он был высокомерный, да, скажем, не только высокомерный, наверное, тренировался не так, но высокомерие привело к тому, что он проиграл. То же самое и в жизни. Вот. И вот такие лекции нам хазраты читают. Мы же и духовно питаемся, да? Помогаем людям, кормим нуждающихся. Поэтому это святой месяц, я считаю, где люди должны делать добро, развиваться, да, и нести правильные ценности в общество. И вот месяц Рамадан это такая, как скажем, школа, да, школа знаний, где люди могут не только в плане финансовой грамотности, да, бизнеса или других аспектов, но и духовно развиться. Поэтому я хочу, чтобы этот месяц все провели достойно, во благо, чтобы было у всех. В прошлом году я впервые в своей жизни держал пост, все 30 дней выдержал. В этом году постараюсь тоже приобщиться к этому священному и благому для мусульманина делу. Вот, надеюсь, все получится. А почему ты решил в прошлом году вдруг держать пост? Что тебя сподвигло? Это было мое решение собственное. Ну и, наверное, еще пример окружающих людей вокруг, а в штабе очень много людей как раз такого свойства и такого порядка. Какой ты можешь дать совет людям, которые будут первый раз держать пост? Как вот человек, который это прошел в осознанном возрасте. Самое главное, ведь что для этого поста? Поставить себе цель, намерение, в общем-то, настроить себя на вот эту работу, по большому счету. Может казаться сложным, трудным, но если поставить цель и придерживаться этого направления, то вполне себе эту цель можно успешно решить, задачу эту успешно закрыть, что называется. Что ты знаешь про Рамадан? То, что он будет длиться 30 дней. Во время Рамадана, получается, нельзя кушать в светлое время суток. Нужно молиться, брать омовение и совершать добрые дела. Но еще также в это время запрещен всякий алкоголь, как бы курение и интимная близость. А ты будешь держать пост сама? Пока нет. Надо до этого дорасти. Думаю, что еще это в будущем будет, да? Да, для меня это будет означать некоторую степень взросления, осознанности в моей жизни. Пока у меня еще организм не крепкий, тоже это нужно иметь в виду. Меня зовут Арсен. Арсен, приятно познакомиться. Арсен, скоро Рамадан.
Ты будешь держать пост? Да, в этом году первый раз. Почему ты решил держать пост? Что тебя к этому сподвигло? У тебя кто-то вдохновил? Основная причина, наверное, это мои друзья. Я вот первый курс в этом году поступил, у меня очень много знакомых мусульман. И на самом деле я тоже мусульманин этнический. Вот. Но как-то вот именно в религию я начал ходить в этом году. Да, и вот мои друзья поспособствовали, наверное, это основная причина, по которой я буду держать Рамадан. И вот 17 марта мне уже Эльдар сказал, я буду помогать с ифтаром и раскладывать там эти коврики. Ты сам будешь держать пост? Я держу пост, да, я соблюдающий мусульманин. Как давно ты держишь пост? Это будет, получается, второй пост полноценный. И потому что обычно же, как, если ты держишь пост, ты должен соблюдать все дни. Вот. И получается, в том году я соблюдал все дни, и в этом году, иншаллах, планирую также соблюдать все дни. Просто. Можно сказать, что, например, позапрошлом году я соблюдал, но не весь пост, поскольку там были какие-то нюансы, скажем так. Вот. Но в целом, да, стараюсь соблюдать. Почему в один прекрасный момент жизни ты решил, что нужно это делать? Соблюдать пост? Потому что я начал изучать свою религию, я начал становиться более в этом плане здравомысленным. Потому что большинство людей говорят, что они этнические мусульмане, но при этом не прикладывают к этому никаких, скажем так, факторов. То есть, например, реально так и есть, что человек, например, родился в семье этнических мусульман, он говорит, что я верю в Бога, да, но при этом как бы у него нет действий, которые могут показать, что действительно он верующий мусульманин. Например, основополагающие столбы ислама, да, это пост, шахада, получается, в намаз, садака и хадж. Это основные 5 столбов. Вот. И когда я начал понимать, что, скажем так, я не знаю, что такое шахада, для меня стал вопрос, а вообще соблюдающий ли я мусульманин? Вообще мусульманин ли я? То есть я до этого говорил сам себе, что да, я верю в единого Бога. Но что под этим подразумевается? И вот я начал задавать себе сам эти вопросы и начал находить на эти вопросы постепенно ответы. Слава Богу. Какую ты цель поставишь себе? Позади меня портрет Валерии Иман-Пороховой. И помнится, она, когда была жива, говорила в одном из интервью, что поскольку это месяц такого духовного очищения, в этот месяц у нее, как правило, интеллектуальная работа была наиболее успешна, наиболее высока. И, может быть, отчасти я совмещу какую-то интеллектуальную задачу перед собой поставить, она у меня есть в виде диссертации кандидатской, которую нужно написать. Может быть, получится совместить приятное с полезным и с благим, и дополнительный стимул держать пост. Можешь ли ты рассказать про свой самый запоминающийся ифтар? Мечеть Марджани, когда вот как раз там была лекция и про высокомерие. Там же вот такое мужское братство, мы все сидим, ифтарим. Это такой, знаете, как детский лагерь для мусульман, когда проходит, когда мы все встречаемся. Там был запоминающийся ифтар, там была прекрасная лекция. Я выделить любой ифтар, если выделять, каждый ифтар по-своему был хорош. А какой ты можешь совет дать тем, кто держит пост? Кто будет делать это в первый раз? Первый раз. Я советую заранее, уже начинать сейчас, наверное, до того, как пост начался, у вас еще 2 недели примерно есть, постараться просто для себя хотя бы один день начать, да, добровольный пост это называется. Вот у нас по сунне, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, есть 2 добровольных поста, это понедельник и четверг. Вы можете, в принципе, в любой другой день начать держать пост, просто для себя. Пост это когда ты держишь, получается, голодание, да, начиная от заката от рассвета до заката. Вот, попробуйте для себя сделать такое, то есть до того, как наступит Рамадан, то есть обязательный пост, сделайте для себя добровольный пост. Почитайте об этом в интернете, что такое добровольный пост, что из себя представляет, что можно делать, что нельзя делать, как надо встать на сухур, как на ифтар. Сухур – это прием пищи перед тем, как начинается рассвет, ифтар – это после того, как наступил закат. То есть это вечерний прием пищи. Вот, просто почитайте в интернете, об этом информации достаточно много. Сделайте намерение, что вы намереваетесь держать пост ради Аллаха, добровольный. И потом уже в Рамадан будете делать намерение на то, что делаете пост уже обязательный. Вот, и поможет вам Аллах в этом. Аминь. Какой у тебя был самый запоминающийся ифтар? Самый запоминающийся, наверное, был у меня, когда я учился в университете. Это был один из дней университета, скажем так. Я болел.
Да, и так получилось, что я заболел, и я в этот день держал пост, и это был запоминающий день, потому что в этот день у меня были экзамены. Я в очень, скажем так, физически ужасном состоянии поехал на экзамены, плюс у меня был пост. И после этого я поехал на, получается, вечерний намаз, который читают в мечети. Вот. И вот это был такой самый запоминающийся момент. Потому что, получается, у меня был с утра, как бы, я был на сухуре, да, то есть я прием пищи осуществил, потом вступил в пост, потом вечером уже у меня был ифтар, и потом в этот же день, получается, был вечерний намаз часовой. Пост я как таковой не держу в плане воздержания от еды и питья до заката солнца, но я все равно стараюсь в это время, вот, благословенный месяц, совершать благие поступки, не делать ничего дурного, но я и так стараюсь не совершать ничего дурного, а в принципе даже вот стараюсь как-то не спорить, не повышать голос, даже если я трижды прав, как бы надо проявлять сабр, терпению. Вот это я буду делать в месяц Рамадан. Будешь ли ты держать пост? Вот честно, я себя считаю мусульманином, хотя истинные мусульманины, которые соблюдают все каноны и все правила, конечно, мне скажут, ну, не обманывай себя. Но в душе где-то там, да, я молюсь, я знаю молитвы там от бабушек, это все. Я верю, это однозначно. Но сказать, что я прямо все каноны соблюдаю, это будет обманом. Ну, то есть я никого обманывать не хочу. Я никогда не держал пост к 33 годам. Может, я еще к этому не пришел просто. А сложно сказать, буду ли через месяц. Посмотрим.